9 ноября 63 депутата, представляющие 14 стран в международной парламентской коалиции по делам Китая, которая была создана в июне этого года, обратились в Международный уголовный суд с просьбой провести расследование по вопросу геноцида уйгурского народа и нарушения прав человека в Восточном Туркестане. В июле этого года группа юристов из Великобритании подала 80-страничную жалобу в Международный уголовный суд от имени правительства Восточного Туркестана в изгнании и Движения национального пробуждения, обвинив китайское правительство в геноциде уйгуров и совершении преступлений против человечества. Жалоба, поданная британским адвокатом Родни Диксоном, содержит подробные и исчерпывающие доказательства этнических чисток, массовых арестов, трудовой эксплуатации, принудительной стерилизации женщин и других преступлений, совершаемых Коммунистической партией Китая. Руководитель программы по сбору данных о ситуации в уйгурском регионе и исследователь Австралийского института стратегической политики Натан Руссер заявил, что доказательства опровергают утверждение Китая о закрытии лагерей. Руссер подчеркнул, что после того, как правительство Китая объявило о закрытии лагерей перевоспитания, выяснилось, что было начато строительство или частичное расширение как минимум 60 центров содержания под стражей. Специалист принял участие в онлайн-семинаре «Политика, оружие и деньги. Культурный геноцид и аресты в Синьцзяне», который прошел под председательством Анастасии Капетас. Исследователь института Джеймс Лейбл подчеркнул, что данные свидетельствуют о том, что большинство из освобожденных узников были отправлены на заводы и фабрики внутренних провинций в качестве дешевой рабочей силы. Сотрудники института обнаружили около 380 лагерей, построенных в регионе после 2017 года. Кроме этого, выяснилось, что за последние 3 года китайские власти разрушили 16 тысяч мечетей. Специальный докладчик ООН Ахмед Шахид призвал государства отменить законы, ограничивающие свободу вероисповедания и нарушающие права этнических групп. По словам Ахмеда Шахида, Китай заключил в тюрьмы и лагеря миллионы уйгуров, казахов и других мусульман в рамках так называемого закона по борьбе с экстремизмом. Я потребовал предоставить доступ в регион, потому что для меня приоритетной задачей является личное расследование ситуации. Ведь оттуда поступает тревожная информация, цитирует докладчика ООН информационное агентство Reuters. 6 ноября на форуме инвестиционного и торгового сотрудничества, прошедшем в Шанхае, посол Пакистана в Китае Моин Ар-Хак высоко оценил деятельность Бинтуан, производственно-строительного корпуса Коммунистической партии в уйгурском регионе. Это первый случай, когда иностранный чиновник хвалит китайскую организацию, на которую правительство США наложило санкции за ее роль в подавлении уйгуров. В июле этого года правительство США ввело эмбарго в отношении Бинтуан и его 2 руководителей. Как сообщает China Daily, Моин Ар-Хак заявил, что Пакистан осведомлен об усилиях китайских властей по искоренению бедности и борьбе с экстремизмом в регионе. Молчание мусульманских стран, в том числе и Пакистана, в отношении преступлений Китая в Восточном Туркестане вызывает большое сожаление и разочарование мусульман региона. Президент Российской Федерации выступил с заявлением о прекращении огня в Карабахе. Полное прекращение огня началось сегодня в полночь. Перемирие между Азербайджаном и Арменией началось сегодня с 12 часов по московскому времени. Азербайджан и Армения останутся на контролируемых ими позициях, подчеркнул Путин. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации. Производится обмен военнопленными, заложниками и телами погибших. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что он верит, что политическое решение конфликта принесет в регион мир и безопасность. За внесенный вклад по урегулированию конфликта в регионе Алиев также выразил благодарность России и Турции.